Всем доброго утра. 9 июня, раннее утро. Начинает моросить дождь. Ночью тоже, походу, судя по траве, был дождичек. Нашу рыбку сегодня никто не тронул. Молодцы, уже хорошо. Уже радует. Грешу на птиц. А может быть, это и чей-нибудь кот или кошка запрыгнула здесь, цап-царап, порвала и вытащила рыбу. Так что, может быть, наши чайки тоже не виноваты. Так, ну что, сегодня едем в Троицк. Валентине на работу надо. Ну, а я позанимаюсь загрузкой наших смонтированных роликов. Наши цветочки. Вот, Марья Моль еще 2 цветочка вышло. В общем, сегодня, завтра, послезавтра здесь будет красотень. Черемуха у нас все осыпается, отцвела уже почти вся. Будем ждать урожая. Плащ-парка у меня в лодке. Это, думаю, сильно ливня быть не должно, но моросящий дождик, скорее всего, будет. Так что поехали, пока сильно не промокли. Проверим наши ловушечки. Вчера закинул еще несколько бутылок. Привет, туман. Я так думаю, что-нибудь довлетело. Ну, если не хватит живцов для наживки продольников, то остальное наживим червями. Погнали. Ну вот мы и на реке. И что мы видим? Что вода продолжает падать с сумасшедшими бешеными темпами. Вот это было вчера. Подставка для фидерных удилищ у Сереги. Ну, упала еще где-то на полметра, наверное. Лодка с вчерашнего вечера опять вот на суше. Только-только носик вот так вот поставил. Продолжает падать по 60, по 80 сантиметров в день. Вон за, грубо говоря, 3 дня упала столько, сколько обычно падает за неделю, дней за 10. Идет дождь, одел парку, теперь он мне по барабану, так сказать. И сейчас мы проверим наши ловушечки. Сюда закинул тоже 2 ловушки, потому что вчера вечером я сюда приехал, мальки здесь просто кучами, от щук или от окуней или от язей, просто кучей так вот стоишь, и каждые 10-15 секунд кто-то их гонял, пугал тут. Поставил 2 ловушечки, подсыпал немножко прикормки с плесенью. И сейчас мы посмотрим, что-нибудь влетело, не влетело. Дождик, дождик, дождик. Так. Дождик, дождик, дождик. Иногда этих мальков хоть пруд пруди, а иногда поймать целая проблема. Пусто. Букашки всякие. Видать, прикормка с плесенью — это не лучший вариант. Ладно, нет так нет. Поехали, может там на белый хлебушек что-нибудь влетело. Глянем.
О, ручей практически обсох. Скоро все мальки выйдут отсюда. И все. Надо будет искать их в другом месте где-то. Ну ладно. На примете у меня есть еще местечко. Вот так вот быстро все меняется. 3 дня назад здесь было еще не заехать. Все было залито водой. 2 дня назад только-только появилась возможность. День назад мы вчера закинули ловушки. А сегодня, как видим, скорее всего, уже и мальков-то нет. Ну ладно, глянем, посмотрим. Что гадать раньше времени. Наберем сразу водички. В надежде на лучшее. Так, ну и начнем с раколовки. Ну, с десяток влетело, уже хорошо. С десяток влетело, скажу, уже хорошо. Как скользко-то. Как скользко. На белый хлебушек влетело 3-4, ну да, штук 10, не больше. Так. Ну, и на том спасибо. Сейчас сразу проверим наши бутылочки. Вот такие вот небольшие малечки. 8 или 9 штук. Попробовать на глубину закинуть. Может, на глубине кто остался еще. Так. Ну. Что нам скажет наша старая гвардия? А нифига. Нам старая гвардия не скажет. Пусто. Это что-то... Что такое? То все мальки, что ли, вышли? Да ну их вчера миллионы еще здесь были. Ладно. Все-таки раньше я ловил отрубями. Отрубя засыпал. Все-таки надо привезти с поселка отрубей и попробовать закинуть. Они-то точно работали. Так. Ловушка номер 2. Одного точно вижу. Ну, зато ловушки не ломаются, как прошлый год. Прошлый год я поднимал по 2-3 ведра, блин. За раз. Да так, что ловушки ломало. Один малек, все. Всякие жучки, паучки, километр. А малька нет. Вот тенате. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Эта раколовка у нас вообще обсохла. Ну, с десяток влетело. Уже хорошо. Уже отлично. Хорошо. Всяких жуков зато. Можешь попробовать на жуков насадить. Дикие страшные. Так. Штук 20 уже есть. Ладно. Закидываем, пока вода есть. Значит, есть надежда, что что-нибудь до сюда влетит. Но если так будет падать, не сегодня, завтра, здесь все обсохнет, и малька здесь не будет. Будет стоячая лужа, и надо будет поднимать. Так. Опа, опа, опа. Пусто. Совсем пусто. Странно. Все это очень странно. Ну и осталась последняя раколовка и 2 бутылочки. Глянем. Вон, все уже обсохло. Вон сколько воды упало за день. Так, давайте сначала глянем нашу раколовку. Бля, комарёв задолбал. Пусто. Ни одного. И наши бутылочки. Да. Все-таки им ни прикормка с плесенью не нужна, ни свежий хлебушек. Подавай им комбикорм. Все-таки ловили раньше живцов на комбикорм на отрубе, так что не надо ничего менять. Просто я отрубе оставил в поселке, что-то я не подумал ничего. Сегодня надо будет их забрать. Отрубей несколько гранул, и все четко залетало. А так, как мы видим, даже на один раз и то не хватит. Ну, что есть, и то насадим. Заодно посмотрим. Сегодня первые продольники, там штучки 3, наверное, было насажено на малька. Посмотрим. Поехали на проверку. По 2-3 метра переставляю на середину, а все равно берег уже догоняет. Ну, сами представьте, позавчера еще этого берега даже не было. Вон теперь он какой высокий. Да. Немножко неудобственно. Немножко неудобственно. Так, ну ладно.
Так, опачки, вон. Когда мелко, с длинной веревкой неудобно. Очень высоко она. Поднимается. Приготовим подсак сразу. Все-таки здесь мы вчера наживляли мальками. И как бы надежда на хороший улов есть. Даю прогноз 5 язей. Ну, может быть 4 до лодки дойдут. А хрена лысого. Ни одного. Пусто. Было видно, что были язи. Видно, что они все перепутали. И ты смотри, ни одного живца целого нету. Все почикали. И ни одной рыбы нет. Вот тебе и 5 язей. Ничего не понимаю. Ладно. Значит, будем наживлять здесь червями. Может быть, на мелкоте чайки? Да нет. Скорее всего, попадали и посрывались. Ладно. Начало неутешительное. Может быть, продолжение будет поинтереснее. Может, налима мне за это дадут. Так, ну чё, здесь-то что-нибудь осталось, нет? Продольник засыпан. И здесь никого нет. Это что за фигня? Ну, такого быть не может. Все крючки были наживлены живцами. То есть мелочевка их не могла сорвать. Или окунь, или язь. Если окунь, то он бы не сошел. А язь, ну, если даже сорвались, то на 2 продольниках что-нибудь досталось. Третий продольник. Тоже пустой. Но быть такого не может. А нет, что-то есть. Окунь. Окунь на малька попал. И успел окочуриться. Мальков что получается? Посрывали, что ли, кто-то? Я ничего не пойму. Но если окуня, они заглатывают обычно, вот как этот. Вообще ничего не понятно. В общем, надо попробовать насадить мальками и проверять почаще. Через 2-3 часа. Съездим в Троицк. Постараемся поймать где-то мальков. Будем пробовать. Так мы ничего не поймаем. Так мы консервы не сварим. Последний, 4-й продольник, насаженный живцами. Но здесь кто-то дергает. Здесь, опа, один язь ушел. Один язь ушел. Второй весь запутанный.
Ну давай, уходи и ты. Не ушел. Получается, что? Посрывались, что ли, все? Может быть, может быть. О, куст. Он бурлит, скорее всего, здесь куст. Скоро выйдет. Как мы его еще не зацепили продольником. Ладно. Мы теперь выкидываем продольники на середину, там уж точно не зацепим. Так, здесь двое были. Может быть и такой вариант, что рыба попадалась и посрывалась. Все может быть. Но обычно все равно. Бывает сутки. Бывает сутки болтаются, и 2-3 все равно один остается. Ну, чтобы 3 продольника подряд были пустые и ни одной рыбы, что-то странно. Так, а здесь я уже насаживал на червей. Сейчас посмотрим результат. Ух ты, засыпала. Мы так упорно ловим мальков. Может быть, ловить надо на червей. Продольник в стороне, что-то было. В принципе, что-то еще и есть. Вижу подвязка. И дальше там тоже что-то есть. Ну, так, подвязок на месте. Там что-то все запутано. Вот такой вот кабан. Ну что, черви показали лучше, получается. Да, японский городовой 2 раза в один и тот же палец крючком засандалил. 2 дырки. Вот так все запутал. Но влетел. Влетел кабанчик. И дождался. Может быть, когда на червей 2 дырки глубже заглатывает, не знаю. Так, ладно, а теперь попробуем их насадить. Нет, маленькие крючки остренькие буду наживлять на червей, а старые ржавые крючки буду на мальков. Как-то вот так проэкспериментируем еще так. Так, здесь у нас поплавок, бутылочка клюет. Подъезжал, ходила влево-право. Ныряла пару раз. Значит, возможно, здесь кто-то сидит. Ну да, он. Вот она. Ух ты, бляха. Вот кто-то здесь рядом даже. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Ушел. Один ушел. И второй. Вот что сделали с продольником. Все запутали черти. Стоит долгое и упорное распутывание. Их было 2. Вот один дошел. Вот такой вот язёк. А второй ушел. Видел я его. Чуть поменьше был. Ну а кто-то вон запутал так. Скорее всего, это или крупный язь, или налим был. Навряд ли такие 2 небольших язя могли так запутать. Ну, хотя хрен его знает. Об этом история умалчивает. Остается только догадываться, что здесь кто-то
мощный, сильный был. И все капитально закрутил, запутал. Вот такая вот история. Леска в стороне. Что-то было. Что-то было. Унеслось, хорошо унесло. Так, и что-то вроде бы как бы еще есть. Идет язь. Раз. Один. Остался один. А было, видать, на каждом крючке, потому что ни одного червяка на крючках уже нет. Срываются на раз-два. Надо чаще проверять. А чаще проверять пока некогда. Надо когда-то выделить один день, полностью посвятить его рыбалке и проверять постоянно, через каждый час. И посмотреть, как оно клюет. Каждый год собираюсь прийти сюда, костерок, шашлычок, фидеры, донки, продольники и провести весь день здесь. Но, к сожалению, не получается. Нет времени, не хватает ни на что. Что-то не крупные есть. Подъязок. Даем тебе шанс, дурачок. Язычок, дурачок. Леска в стороне, что-то идет. Что-то идет. Язёк, походу. И за ним сразу второй. Да тихо ты, блин, так спокойно шел, сейчас все перепутает. И все. Блин, там еще что-то шло. Ну ладно. +1 и то хорошо. Окунь раз, окунь два. Вот и пошли наши полосатики. Это значит, что скоро летний сезон. И там еще один язёк. Что, дадим ему шанс? Давайте дадим. Хороший язь.
оказался небольшой, но нормальный, достойный язь. Скрутили. Как не знаю что. Вот эти вот окуня, которые подыхают, вот они вот и скручивают. Здесь продольник скручен. Ну, нормальные такие средние окушки, которых мы скоро будем ловить на спиннинг, на блесну, на резинки. Вода упадет, глазом не успеешь моргнуть. В принципе, я думаю, уже можно их ловить. Вон, видите, да, подох, и давай накручивать по спирали. Вот если бы я дольше еще не проверил, весь продольник бы скрутился в клубок, замучились бы распутывать. Вон. Вот по этой причине, как бы в идеале, ставить вертлюг в начале продольника. Тогда уже окунь, даже если будет скручивать продольник, то там вертлюг будет крутиться, и такой скрутки уже не будет. А так вот постоянно надо потом выпрямлять все. Вон сюда ставить вертлюг крепкий, надежный, вместо этого, и он будет крутиться уже, не давать основной леске закручиваться. Вот он, вот он, вот он клюет, как клюет. Опять намотал на веревку и просто долбит. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Так. Это дошел. Этот у нас дошел. Так. Запутает же все. Там еще что-то дергает. Ладно, потом поднимем. Сначала продольник поднимем. Вот еще один язь. Второй. Всю губу уже истоптал. И там где-то еще третий должен быть. Давайте попробуем с очком. Третий. На последнем здоровом крючке сегодня никого. Ну, вот еще 3 язычка. И улов, в принципе, как обычно. Плюс-минус килограмм. Вчера на пару килограмм было больше вечером. Сегодня он, ну, ведро, конечно, не будет 10-литровое, но килограмм 6-7, как обычно, мы поймали. Вот такая вот проверочка утренняя. Надежды были на мальков, которые себя почему-то не оправдали. Скорее всего, малек, вернее, скорее всего, язь был, язь сошел. Будем думать так, потому что ни одного малька на крючках не было. Вот, теперь наживляем, закидываем последний продольник, перекусим что-нибудь, едем в Троицк. Валентину везу на работу. Ну а сам до вечера попробую загрузить фильмы, которые я смонтировал. 3 или 4 фильма у меня смонтировано. Здесь в деревне у нас интернета нет, загрузить фильмы нет никакой возможности. Так что, если будут перерывы, то имейте в виду, что по этой причине. По возможности будем выезжать, загружать, сколько будем успевать. Как-то вот так. Будем выкручиваться, выходить из положения. Подписчикам Дзен Премиума огромный привет, благодарность. Кто-то мне писал в комментариях: зря ты это делаешь, надо грузить на YouTube. Так и останешься со своими 40 подписчиками. У нас уже 60 подписчиков, 65 что ли подписчиков
Так что потихоньку, но количество друзей наших на премиуме растет. Раньше, когда народ смотрел на ютубе, то возмущались: вот, задолбала эта реклама, нельзя ли ее убрать. Тоже некоторые подписывались там типа YouTube премиум и все такое. Повторяюсь, на Дзен премиум нет никакой рекламы. Видео там выходит в первую очередь. Подписка стоит 100 рублей в месяц. 100 рублей в месяц не такая уж большая сумма. Не я это придумал, и со 100 рублей мне приходит только 90, а налоги берут со 100. Так что, повторяюсь, рублей 70 с копейками, ну, около 70 рублей мне, может быть, придет. Зато без рекламы и в первую очередь. Смотрите сами, никого не заставляю. Есть бесплатные платформы: ВК-видео, Рутуб. На YouTube нет возможности загружать, стоит блокировка. Обходить ее с помощью там всяких приложений нет желания. Я гражданин России, а не какого-нибудь другого западного государства, типа от кого это приложение показывает. Типа я не в России, а где-то на другом конце света. Не хочу. Официально разрешат, будет возможность загружать, возможно, буду. Пока нет никакого желания. Как-то вот так. Ну а так, всем спасибо за внимание, кто смотрит меня. Всем привет и до вечерней проверки. Увидимся.